И вот он пришел, главный праздник года. И хотя слова «праздник» и «праздность» одного корня, однако в день города многим горожанам пришлось потрудиться. Происходило это во многих уголках города, в том числе и здесь, в селе Пригородное. Это новая школа номер 12. Строители сдержали слово. Они возвели здание к началу учебного года, сделали подарок местным ребятишкам, да и всем жителям. Ведь школа станет культурным центром всего села. И потому на благоустройстве ее территории трудились не только школьники, но и многие жители. Приложили руку к этому благородному делу и работники мэрии во главе с главой администрации Ильей Михальчуком. Густая будет, да? Да. Так вы теперь тогда будете сюда за ней приходить ухаживать или как? Буду приходить. Рядышком живет. Да, я еще привезу из школы. 12 помнит, дети выучились. А вы тоже здесь здесь учились, да? Дети Мои здесь. дети здесь учились. 3 дочери. Очень хорошие знания, впрочем, получили. Несмотря на то, что у нас постоянно в школу ходят, но всегда хорошие люди, везде они есть и будут. Как говорится, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Когда в стране советской такие люди есть. Дай Бог, чтобы было у нас все хорошо, зелень, все хорошее начало. Череду праздничных мероприятий подхватил промышленный округ столицы. Здесь был открыт памятник Александру Бестужеву-Марлинскому. После разгрома восстания декабристов этот русский поэт 1,5 года провел в ссылке в Якутске. Ну а памятник ему был сооружен потомками в знак благодарности. Ведь Бестужев-Марлинский стал первым деятелем российской культуры, который рассказал всей стране о нашем городе Якутске. Этот день не был самым теплым, что не помешало этой паре вальсировать под звуки песни. Горожан в таком же приподнятом, праздничном настроении можно было видеть в эти дни повсеместно. А теперь перенесемся в Губинский округ столицы республики. Сквер ветеранов здесь украсил оригинальный для Якутска фонтан. Сквер был разбит рядом с домом ветеранов, возведенным в позапрошлом году. Разбит руками и даже больше душой людей, неравнодушных к внешнему облику Якутска. Фонтан же органично вписался в замысловатый орнамент цветников, распустился своеобразным одуванчиком над пестрым ковром из цветов. В праздничных мероприятиях принял участие чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич прибыл в Якутск не только как гость, но и основатель шахматной школы своего имени. В Якутске она открылась в одном из коттеджей городского дворца детства. После открытия школы Анатолий Карпов и глава администрации Якутска Илья Михальчук подписали протокол о намерениях сотрудничать и в будущем. Я думаю, это настолько высокоинтеллектуальная игра, которая поможет не только освоить этот вид спорта, но и поможет нашим детям действительно в нравственном, духовном воспитании. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваш приезд, открытие. И еще раз хочу сказать, что общими усилиями, я думаю, школа Карпова будет жить и побеждать. Спасибо. Да, спасибо за пожелания всем шахматистам, в первую очередь молодым. Но совершенно ясно, что от договора о намерениях мы перейдем к конкретным делам. Совершенно ясно, что у нас будут молодые шахматисты, у нас налаживается сотрудничество с Российским государственным социальным университетом, будет помощь педагогическая. Надо сказать, что уже первые ребята учатся, поступили в этом году из Якутии, учиться и приедут сюда, возвратятся специалистами. И они, конечно, будут желанными специалистами, которых будет ждать Якутск. У нас проводятся российские соревнования, на которых, конечно, мы будем видеть ваших ребят. И я хочу пожелать успеха, чтобы ребята становились чемпионами России, Европы и мира. Спасибо. А завершилась церемония символической шахматной партией чемпиона мира и мэра Якутска. На 3-м ходу в ней победила «Дружба». Чего не скажешь о сеансе одновременной игры, который дал Анатолий Карпов сразу для 15 шахматистов нашего города.
9 сентября состоялось торжественное собрание общественности, депутатов городского совета, руководителей окружной администрации и управ столицы республики. Еще раз позвольте, уважаемые товарищи, поздравить всех с нашим общим праздником, Днем города, и пожелать всем еще раз счастья, здоровья и успехов. С докладом о социально-экономическом развитии столицы республики за последний год выступил глава окружной администрации Илья Михальчук. Он особо выделил ход реализации в Якутске национального проекта строительства доступного жилья. В области строительства доступного жилья задействован городской проект «Доступное и комфортное жилье для работников социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства». Работает целевая муниципальная программа «Ипотека в каждый день». Сносятся аварийные и ветхие дома. В 2006 году 73 семьи смогли получить субсидии на улучшение жилищных условий. 269 семей подали заявление на участие в федеральной программе «Жилище». Горожане, имеющие инвалидность, участвуют в федеральной программе «Социальное жилье» на получение субсидий. Силами города в 2006 году вводится 199 квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Из местного бюджета на эти цели было направлено 120 миллионов рублей. На 2007 год городом планируется строительство жилых домов на 307 квартир общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров. Из городского бюджета ведется строительство новых и реконструкций действующих городских дорог и улиц на общую сумму более 50 миллионов рублей. Осуществляется работы по проведению капитального ремонта жилищного фонда на сумму 156 миллионов рублей. Глава администрации рассказал также об успешной реализации и отдельных проблемах национальных проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства и образования. В 2007 году наш город будет отмечать 375-летие со дня своего основания. 2006 год – это год повышения качества и доступности медицинских услуг, совершенствования системы образования, стимулирования развития инвестиционных процессов, претворения в жизнь республиканских и муниципальных целевых программ. И 2007 год должен стать годом продолжения решения этих задач. И сегодня я говорю, только вместе, не разделяя на ваши и наши, муниципальные, государственные, мое и твое, мы сможем сделать настоящий прорыв в рассвете любимого города, превращение его в настоящую столицу, настоящей алмазной республики. Усилиями каждого, усилиями горожан наш любимый город станет еще краше, удобнее и комфортнее. С днем рождения нашего города, дорогие горожане! С днем рождения, любимый город! Спасибо. У микрофона депутат городского совета Якутска, директор школы номер 33 Тамара Таюрская. Первая проблема – это детские сады. Посудите сами, сегодня 54 детских сада, и в этих детских садах 12 тысяч детей. А 10 тысяч детей находятся в очереди. То есть надо нам с вами где-то 50 еще детских садов для того, чтобы мамы могли спокойно работать и оставлять своих детей. Поэтому проблема строительства детских садов, она для нас очень важна. Построят, дети будут в садах, значит, и придут к нам более подготовленными в школу. Поздравляя всех с Днем города, мне искренне от всех работников образования хочется пожелать, чтобы мы с вами были самодостаточными горожанами. К участникам торжественного собрания с приветствием обратился гость Дня города, первый заместитель префекта Центрального административного округа Москвы Александр Литошин. Вы знаете, осталось совсем немного до конца года, но у нас в городе Москве еще два больших праздника предстоят. Мы в октябре будем праздновать 15 лет со дня создания или образования префектур, когда была реорганизована в 1991 году система власти в городе Москве. Я приглашаю от имени префекта делегацию администрации города Якутска на наш праздник. И второй великий праздник – это, наверное, праздник всей страны, но для Москвы он особое звучание имеет. Это
в декабре мы будем праздновать 65-ю годовщину со дня начала разгрома немцев под Москвой. И вы знаете, что с этого времени началась, в общем-то, победное шествие наших войск в Великой Отечественной войне. Мы в прошлом году отпраздновали вместе с вами 60-ю годовщину со дня Победы, а вот в декабре этого года вся Москва будет праздновать эту дату. Поэтому особые слова благодарности ветеранам войны, которые присутствуют здесь. В эти дни мы обращаем к ветеранам и также приглашаем ветеранов, участников Великой Отечественной делегацию к нам на праздник в декабре месяце. Мы постараемся хорошо отметить этот праздник, потому что в победе под городом Москвой участвовали не только москвичи, вся страна принимала участие в этих героических сражениях. И мы приглашаем всех, с кем мы дружим, с кем мы поддерживаем отношения, делегации ветеранов на наш великий праздник. Разрешите еще раз вас поздравить с днем рождения, пожелать вам всяческих благ, процветания и счастья в личной жизни. Спасибо вам большое. Ключевым моментом собрания стало оглашение решения городского совета депутатов в связи с празднованием Дня города. По представлению главы городского округа город Якутск Ильи Филипповича Михальчука за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии столицы республики города Якутска присвоить звание «Почетный гражданин города Якутска» Штырову Вячеславу Анатольевичу, президенту Республики Саха-Якутия. Знак почетного гражданина города Якутска будет вручен нашему президенту позже, после возвращения в город Якутск. За большой личный вклад в развитие архитектуры и градостроительства столицы республики знаком «За заслуги перед Якутском» удостоен Федор Шишигин, главный архитектор Института Якутагропромпроект. Минутой молчания участники торжественного собрания почтили память незадолго до Дня города скончавшегося первого заместителя председателя Горсовета Якутска Александра Щербакова. Решением Горсовета он был награжден знаком «За заслуги перед Якутском». Знак был вручен вдове Александра Николаевича Марине Ивановне. Почетный меценат города Якутска. Среди награжденных в этот день был и Алексей Гусев, депутат Горсовета, генеральный директор компании «Акварель». Он был отмечен знаком «Почетный меценат Якутска». Дорогие друзья, знак отличия «Гражданская доблесть» вручается за заслуги в социально-экономическом развитии республики и многолетнюю плодотворную работу Коневу Александру Ивановичу, президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штыров. В День города в Якутске побывала большая группа руководителей учреждений образования Центрального административного округа Москвы. Они стали участниками Сентябрьского педсовета учителей Якутска, побывали в ряде школ и детских садов столицы республики. Вот если честно, очень понравилась 26-я школа. Необыкновенные дети, талантливые дети, очень с хорошими добрыми глазами, смышленые детишки, и очень аккуратненькие, чистенькие. Вообще очень понравилось. Преподавательский состав высочайшей марки. Профессионалы и, главное, вот больные в хорошем смысле этого слова своей профессии. Поэтому дай Бог вам всем удачи, успехов. Очень приятно было сегодня. Или как, что мы должны сказать? Мы сейчас придумаем. Ведь вырезать можно. За поднято уж вы, наверное, говорились как можно. Начинаем говорить, да? Вот, на самом деле, я благодарен управлению образования города Якутска и управлению образования Центрального округа города Москвы за то, что вот нас, что собрали, что я там встретил вот двух этих очаровательных женщин, да? Это Елена Витальевна и Татьяна Константиновна. Дело в том, что те программы, которые они делают в школе, на самом деле, я бы сказал, что это путь развития будущей школы номер 12. Это просто наглая лесть или он действительно отражает, так сказать, суть того, что... Он действительно отражает действительность, потому что мы занимаемся
совершенно новым вопросом. В России мало кто занимается этой проблемой. Это включение детей-инвалидов или детей с особенностями развития в образовательное пространство средней общеобразовательной школы, когда в обычный класс с обычными детьми, одаренными детьми приходят дети, имеющие инвалидность. А вот Татьяна Константиновна, это школа полного дня. Не только, не только. Полного дня? Это да. ж- а в чем новинка И здесь? там еще очень много. Да, и много вообще в школе. А в школе вообще, у нас школа выстроена, интересная такая модель школы будущего 21 века уже. И мы были лауреатами национального проекта и победителями по Москве. Это была одна из лучших школ. И нам было приятно, что как бы мы получили признание. Но модель эта интересна тем, что каждый ребенок находит признание в школе, не только ребенок, но и взрослый. И для каждого ребенка выстраивается индивидуальная программа и траектория его образовательного развития и вообще его развития как ребенка. Но вместе с тем в рамках школы полного дня. И поэтому я думаю, что было бы хорошо, если бы этот опыт действительно бы пригодился здесь. В частности, вот в конкретной школе мы вели интересные дискуссионные встречи. И я думаю, они были полезны обоюдно и той, и другой стороне. И было бы хорошо, если бы на московской земле мы могли бы для этого опыта снова встретиться с уважаемыми коллегами и вот этот опыт действительно внедрять. Может быть, что-то будет интересное у вас и у нас, и вместе мы создадим действительно интересную, красивую школу для детей. В дни празднования Дня города главе столичной администрации довелось немало пообщаться с жителями Иркутска. В том числе и виртуально, в ходе часовой пресс-конференции, организованной компанией «Саха Интернет». Глава администрации успел ответить на 45 вопросов. Большинство из них касались городского хозяйства, а также перспектив развития города, в частности, жилищного строительства. Илья Михальчук обстоятельно ответил на все вопросы. 10 сентября на Комсомольской площади были названы имена десятков горожан, лауреатов городского конкурса «Всенародное признание». Михаил Политико стал победителем в номинации «Лучший мастер по благоустройству Центрального округа». А лучшим среди дворников Якутска был признан Филипп Акаемов из Октябрьского округа. Лауреатом конкурса в номинации «Мой дом, моя крепость» стала активная общественница Раиса Заболоцкая. А Октябрину Жаркову чествовали за то, что двор ее многоквартирного дома и балкон Октябрина Алексеевна буквально утопила в цветах. Алексей Семенов и Алсу Камалова были отмечены в номинации «Лучший социальный проект для молодежи» за открытие школы парикмахерского искусства для начинающих мастеров. Сразу целый коллектив библиотеки «Теплый дом» был признан лауреатом в номинации «Надежный социальный партнер». Этому коллективу удалось стать настоящим культурно-информационным центром для жителей микрорайона ГРЭС и округа Промышленный. А в номинации «Лучший сантехник» победу одержал Аркадий Колосов из Автодорожного округа. Всем лауреатам конкурса «Всенародное признание» глава администрации Илья Михальчук вручил грамоты, ценные призы и цветы. Уже по традиции в День города жители столицы смогли напутствовать молодоженов. В этот раз их доставила на Комсомольскую площадь целая колонна белоснежных автомашин. Вместе с этими молодыми семьями на сцену поднимались и золотые юбиляры, и также целые семейные династии. Судьбы разных людей связывает десятки лет наш город. Будьте счастливы, нежно любимы, чтоб друзьями был полон ваш дом. Пусть желания все исполнимы, ваши будут сейчас и потом. Самым долгожданным и массовым мероприятием Дня города стало вечернее шоу «Якутск. Мое вдохновение». Люблю тебя, мой город славный. Якутск, родимый отчий дом. Ты в целом мире самый главный, тебя мы родиной зовем. Ну а главным гостем вечернего шоу стала Алена Свиридова. Прохладный Якутск, как оказалось, не испугал певицу, закаленную зимним выступлением в Чеченской Республике. Там был жуткий мороз, все сидели просто в таких там шубах, шапках. И я вышла в платье с голым, с открытой спиной, на тонких бретельках. Ну, конечно, у меня вот челюсть замерзла буквально на второй песне. Я вдруг поняла, что она мне вот так, знаете, плохо открывается. Вот, было очень сложно. Но сегодня легче будет. Но сегодня, я думаю, будет легче, да. Все-таки я подумала, решила, что нет.
Когда война, еще понятно, можно совершить такой подвиг вот, и выйти во всей своей красе. Но сегодня мирное время, поэтому я все-таки буду выступать в джинсах и в куртке. Это будет большой концерт. Да, это, в общем, часовой концерт. Поете. И у нас с вами получился отличный, самый большой хор в России. Спасибо вам огромное, с Днем города, процветания, удачи. Пока! Дорогие друзья, горожане и гости столицы, с праздником, Днем рождения любимого города! Ура! Любимый город, тебе 374 года, а ты молод, как будто только что родился. Ты строишься, ты развиваешься. В нашем городе живут прекрасные люди. В нашем городе уважают ветеранов. В нашем городе студенчество, молодежь, за ним будущее. Так пусть же наш город становится краше, благоустроеннее, безопаснее. И пусть в нашем городе живут счастливые люди. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, любимый Якутск! И по традиции, по нашей с вами традиции, разрешите наш праздник завершить праздничным салютом. И вместе с вами мы начинаем отсчет праздничному салюту.